Другим темам сегодня в России отмечают День транспортной полиции. Сотрудники подразделения обеспечивают безопасность на объектах транспортной инфраструктуры, аэропортах, железнодорожных вокзалах и речпортах. Продолжит Юрий Осипов. Игорь пришел служить в полицию 7 лет назад, в 2013-м. Начинал службу в аэропорту города Мирного. Спустя несколько лет исправной работы был переведен в столицу республики. Сегодня он является старшим инспектором наряда. Работа наша в основном заключается в проведении предполетного досмотра, послеполетного досмотра, выявления как раз административных правонарушений в аэропорту. Службой этой, можно сказать, горжусь. Были предложения в другие перевестись внутри подразделения, но все-таки мне больше по душе вот эта вот структура. За сутки через аэропорт Якутска проходят более 2000 пассажиров. Служба сотрудников правопорядка начинается возле рамки металлоискателя. Именно ее первой видят люди, заходящие в здание аэропорта. И именно на этом первом рубеже, как нам сообщили, выявляется больше всего правонарушений. Здесь мы проверяем оружие, просим граждан снять металлические предметы, находящиеся при них. Проводим досмотр. И как бы пассажиры иногда бывают моменты, что не замечают, что у них в личных вещах, в сумках находятся ножи, патроны. Вот. И здесь их служба авиационной безопасности останавливает, и мы проводим досмотр. Следующая стадия проверки пассажиров – это документы. Для этого при паспортном контроле сотрудники пользуются спецоборудованием, так называемый кейс КПМ. Он позволяет быстро и без проволочек проверять документы пассажиров. Он служит для того, чтобы выявлять людей, находящихся в розыске. Все это подсоединено к общей базе данных. Прикладываем паспорт, либо это гражданин Российской Федерации, либо это водительское удостоверение, либо загранпаспорт гражданина Российской Федерации, либо загранпаспорт иностранца. Если человек находится в розыске, он обязательно у нас высветится. И давайте на собственном примере посмотрим, как работает этот кейс. Я передам Станиславу свой паспорт, чтобы он проверил, не числится ли за мной каких-то нарушений. Да, конечно. Сейчас мы проверим ваш паспорт. Буквально одним нажатием руки мы проследим за тем, что находитесь вы в розыске или нет. Пожалуйста, ваши данные. Осипов Юрий Александрович. Нет данных. То есть вы в розыске не находитесь. Третий пост в зале прилета. Здесь проверку проходят уже прибывшие пассажиры. Помимо постов, на которых несут службы сотрудники транспортной полиции, они также проводят постоянное патрулирование территории аэропорта. Им помогают кинологи. Маршруту едут Мирный, стойка регистрации номер 3, пассажиры, прошедших. Четвероногие служители закона помогают найти то, что не могут увидеть глаза или обнаружить приборы. Каждый из них обучается по определенному профилю – наркотики, оружие или взрывчатые вещества. Так уже 2 года в рядах полиции служит бельгийская овчарка Альфа. В данной собаке поиск и обнаружение взрывчатых веществ. Она проходила обучение в Егорской школе по подготовке специалистов-кинологов 1,5 года назад. На данный момент работает, приносит результаты. Мы обследуем каждое утро, день и вечер помещение, багаж и территорию, прилегающую к аэропорту. За вековую историю линейное управление МВД стало самостоятельным подразделением, которое обеспечивает безопасность граждан на всех видах транспорта – на земле, воде и воздухе. Юрий Осипов, Джилустан Иннокентьев, Якутск.